Традиционный шатер Рамадана объединяет мусульманскую общину России уже 20 лет. В этом году мероприятие стартовало в первый день поста – 1 марта. Жители регионов России, где исповедуют ислам, представляют на фестивале свою республику или область. День Ингушетии прошел накануне, 16 марта. С приветственным словом выступили сенаторы от республики Билан Хамчиев и Микаил Илезов. Мы видим, как быстро прошел этот месяц. Всего, кажется, вчера началось, уже половина месяца прошло. Пройдет и вторая часть месяца. В этот месяц мы будем все максимально все это соблюдать и ради Всевышнего делать добрые дела. Прежде всего, хотелось бы выразить всем благодарность от главы республики за то, что вы сегодня принимаете участие, поприветствовать вас на этом мероприятии от главы республики. Выразить вам всем благодарность, что вы нашли время поприсутствовать на шатре Рамадан Республики Ингушетия. Баркут, я слушал, спасибо огромное за это. Хотелось бы отдельно выразить слова благодарности главе Республики Махмуду Алиму Шариповичу Калиматову за поддержку проведения данного мероприятия. Участие в мероприятии принял и почетный гость, заместитель председателя Духовного управления мусульман России Равиль Сайфетдинов. Он обратился к гостям шатра с приветственным словом. Сегодня приятно находиться на этой сцене вместе с вами, с нашим братским народом, с моими братьями разделить это время и вместе совершить ифтар. Шатер Рамадана установлен в традиционном месте – на площади перед мемориальной мечетью на Поклонной горе. В творительном ужине ифтаре участие приняли более 1500 человек. За полчаса до окончания поста хафиз Рамзан Даурбеков прочитал аяты священного Корана. Хор старейшин Назм из Ингушетии исполнил религиозные песнопения. Прозвучал азан, извещающий о завершении поста, и приглашенные смогли попробовать разнообразные блюда национальной кухни. Но гости ценят шатер не столько за кухню, сколько за атмосферу единения. Традиционное мероприятие, которое объединяет ингушское московское сообщество и показывает все наше единство. В первую очередь, постоянное представительство ежегодно принимает в этом участие, организовывает его и показывает на высшем уровне нашу республику. Сейчас сижу с ребятами, не только ингуши, и другие национальности приезжают, не только с едой они знакомятся, и с нашими людьми, старшими, и они очень ценят нашу дружбу. Когда мы общаемся, мы показываем уважение к старшим и ценим свои традиции. И не забываем, что мы ингуши в Москве, это очень важно. Собрались люди разных культур, разных национальностей. Мне кажется, это очень значимое, прекрасное мероприятие, тем более в такой священный месяц Рамадана, когда люди должны думать о единении, о мире, добре и справедливости. Гостям было показано несколько видеороликов, в которых рассказывается об истории, культуре и традициях ингушей за период единения с Россией. Участники мероприятия из других регионов получили неизгладимые впечатления от представленной программы. Искренне благодарна Всевышнему за такую встречу, за такие впечатления, за таких аксакалов. Вы знаете, потрясающе просто. Эмоции переполняют. Замечательный вечер. Спасибо организаторам, спасибо всем вам за то, что мы, по милости Аллаха, посетили ваш вечер. Не первый год я сюда приезжаю, мне очень нравится ингушская история, традиции. Я всегда рассказываю и своей семье, своим друзьям. Вообще ингушский народ, я считаю, это гордость. Я давно хотел посетить вечер Ингушетии в шатре Рамадана. И вот сегодня удалось после шахматного турнира остаться здесь и приятно провести время. Это очень интересно, потому что каждый народ представляет свою культуру, какие-то достижения. В этом году культурная программа на фестивале «Шатер Рамадана» посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Участникам фестиваля были показаны видеоролики «Молитва о победе» и «Письма с фронта». Ингуши всегда стояли на защите своей малой родины и России. Самые маленькие гости шатра Руфина Галеева и Мадина Валеева в дань уважения героям Великой Отечественной войны подготовили театральное действо. Облачившись в одежду военных лет, они прочли «Письма с фронта». Я сегодня выступаю в шатре Рамадана на вечере Ингушетии.
Мы участвуем в спектакле «Письма». Суть в том, что мы читаем письма с фронта, как было в военное время. Интересная кухня, тут гостеприимный народ. И мы как раз выпали на этот вечер, мы выступаем. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, при поддержке которого прошло мероприятие, отметил его значимость. Добрая традиция шатра Рамадана объединяет не только мусульман России, но и представителей других конфессий. Очень важно поддерживать и участвовать в таких мероприятиях, укрепляя здоровые связи и устанавливая взаимопонимание. Мы все россияне и должны искать и поощрять объединяющие нас факторы. Сплоченность исследования курсу президента Владимира Путина делает нас непобедимыми. Наша сила в единстве, сказал глава региона. Шатер Рамадана не просто коллективный ифтар с насыщенной программой. Это мероприятие, которое объединило ингушей, проживающих в Москве, с земляками, а гостей познакомило с ингушской культурой или открыло ее с совершенно новой стороны. Мы с моими друзьями решили посетить данное мероприятие. Доброжелательная атмосфера, очень много земляков, что не может не радовать в нашей столице. В целом все нравится, все красиво организовано. Очень благодарна и всем организаторам. И вот я сегодня попала на Ингушетию, это которая совсем рядом с нами. И это как-то, и родственная душа. Безумно всем благодарна. Здесь, на шатре Рамадана, люди нашли пищу не только для тела, но и для души. В атмосфере единства и уважения время пролетело для всех присутствующих действительно незаметно. Мария Макиева, Рахман Цуров, Магаз 24.